инициативу, можно сказать, первые, да, в России мы начали вот такие акции. То есть Якутск первый в России начал такую акцию? Ну да, можно сказать так. Спасибо большое вам за ваш ответ. У нас присутствует еще один из социальных партнеров, да? Один из социальных партнеров – это Якутский хлебокомбинат. Светлана Тарасовна Конокытова, директор Якутского хлебокомбината. Пожалуйста. Добрый вечер. Якутский хлебокомбинат на протяжении уже многих лет участвует в благотворительных акциях, проводимых, участвуем в волонтерских мероприятиях. Да? Ну, вот, когда к нам обратились уполномоченный по правам человека Сардана Михайловна, да, при поддержке Министерства внутренних дел, мы, конечно, сразу же откликнулись, да. Да, и со своей стороны мы рады были помочь, да, любому человеку, да, когда вот необходима помощь, требуется поддержка близкого человека, да, если это не родственник, да, не родные люди, но, соответственно, это при этом требуется поддержка любого человека, который вот на это способен, у которого есть такие возможности, да. Какую помощь оказывает хлебокомбинат конкретно вот в этой акции «Путь к дому»? В этой акции хлебокомбинат подготовил подарочные пакеты, можно так сказать, да, в виде собственно производимой продукции. Это у нас макаронные изделия, кондитерские хлебобулочные изделия. Очень вкусные. Да. Самые вкусные. У вас есть возможность сейчас передать поздравления свои нашим телезрителям. Мы, пользуясь случаем, да, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Хотелось бы, чтобы этот год вы завершили, вот, допустим, вот такими вот приятными мероприятиями, как у нас вот на сегодня проводим акцию «Путь к дому», и чтобы в следующем году у вас все было очень благополучно. Спасибо. Спасибо большое. Вас тоже с наступающим Новым годом поздравляем. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу акцию открытия снежного городка на озере перед торговым центром Улуру Молл в промышленном округе. Тех, кто присоединяется к нам, мы приветствуем сейчас на телеканале Округ ТВ. И сейчас рядом со мной стоит Потапова Анастасия Егоровна, начальник, помощник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха-Якутия, подполковник. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите пару слов нашим телезрителям. Ну, сегодня у нас в городе установлена еще одна елочка. Она, хотя и маленькая, но она как результат нашей совместной большой работы, проведенной в рамках двух акций «Путь к дому», которая инициирована уполномоченным по правам человека по Республике Саха-Якутия Сарданой Михайловной Гурьевой. И эта акция нам показала, что она имеет результат, эффективность. И думаю, в дальнейшем эта акция будет продолжена, потому что нашим людям, которые нуждаются в нашей помощи, мы должны их оказывать конкретную адресную помощь. И об итогах, точнее, можно сказать, о результатах этой акции, что-нибудь можете сейчас сказать, имеются ли они, эти результаты? Конечно, имеются. Допустим, вот по первой акции 75 человек обратилось, из них почти половина, они либо судимые были, либо находились в местах лишения свободы, освободились. Длительное время содержались в местах лишения свободы. Конечно, они, часть из них утратила социальные связи со своей семьей. И вынуждены были вот скитаться по техэтажам и так далее. То есть такими акциями мы помогаем адаптироваться к современной жизни, да? Обязательно. Мы даем им шанс, кто желает, даже если один человек принял нашу помощь и в дальнейшем, допустим, да, нашел себе работу, семью, это уже большая победа. Спасибо, пожалуйста, спасибо большое. Мы продолжаем, друзья. Вот следующая гостья у нас перед нашей телекамерой. Представьтесь, пожалуйста. Заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Романовна Степанова. Пару слов, пожалуйста, нашим телезрителям об этой акции, об этом открытии. Хорошо. Инициатива, проявленная уполномоченной по правам человека по Республике Саха-Якутия Сарданой Михайловной Гурьевой,
совместно с Министерством внутренних дел Республики Саха-Якутия в этом 2018 году, уже завершающемся, уходящем, проводится в 3-й раз. Я думаю, что эта инициатива очень уместная в наше время, особенно для жителей не только республики, особенно для жителей города Якутска. Это, наверное, призыв к тому, что каждый человек каждый день должен стремиться к своему дому и сохранять тепло своего очага, тепло своего дома. Поэтому в преддверии новогодних праздников я хочу пожелать всем семейного уюта, тепла очага и всего самого доброго. Спасибо, спасибо большое. Итак, друзья, сейчас с минуты на минуту начнется наше мероприятие по зажжению елки, по открытию этого снежного городка. И наша камера плавно перемещается сейчас на главную сцену, расположенную здесь, на озере, в снежном городке промышленного округа. Пожалуйста. Все, начинаем, пойдем. Не, на той камере. Все, я это уложу. Я вчера еще ходила. Вчера еще. Я еще тогда ходила. Я еще 23. 23? Да. Ты сейчас заебатая. Ты пойдешь? Там теплее.
А, это сейчас уже... Какой багажник? Сзади? Ну, они сзади лежат. А это твои пацанки, не мои. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, Открыто четыре. там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну что, пока так, наверное, начнем мы, да? Пока решаются технические вопросы. Ничего страшного, друзья, мы северяне, мы привыкшие. Давайте поблагодарим аплодисментами организаторов, общественность за вот такое хорошее мероприятие. Светом сейчас в данный момент нам помогает телеканал Округ ТВ. Аплодисменты. Если вы Друзья, аккуратно, там итак. кабеля слабые. Мы сейчас Подтаскивай. находимся в промышленном округе города Якутска. С 2018 года по инициативе уполномоченного по правам человека в республике Сарданы Михайловны Гурьевой совместно с Министерством внутренних дел по республике Саха на территории городского округа город Якутск проводятся акции «Путь к дому», направленные на социальную поддержку лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. В этом году проведено 2 акции, в рамках которой за помощью обратилось более 140 человек по указанной категории. Сегодня мы с вами становимся свидетелями 3-й акции, где сами лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, сплотившись и заручившись поддержкой социальной... Что-то там это с этим. Дисплей. Раз, два, три, раз. Мы продолжаем. Все снова на центральную площадку. Друзья, это 3-я акция, где вот сами лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, сплотившись и заручившись поддержкой социальных партнеров, организовали снежный городок в промышленном округе в преддверии Нового года. Ну что же, дорогие друзья, какой же Новый год без наших главных героев? Итак, встречаем тоже аплодисментами уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардану Михайловну Гурьеву. Сардана Михайловна, пожалуйста, вам слово. Дорогие друзья, вы представляете, да, сейчас, каково находиться на улице нашим гражданам, у которых нет ни жилья, ни работы. Они у нас находятся в разных подъездах, а где-то спят и на улице. А мы с вами находимся совсем недолгое время, и, конечно, мы можем сегодня понять, насколько таким гражданам нужна помощь. Ты что, издеваешься? Дорогие друзья, уважаемые участники акции «Путь к дому», совместно с Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия мы продолжаем эту общественную акцию. Потому что вопросы, которые сегодня накопились, они должны решаться и дальше. Городу Якутску и во всех муниципальных районах сегодня, конечно, необходимо оказать полную помощь тем социально ориентированным НКО, которые оказывают реальную помощь нашим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. От имени уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия я сердечно, горячо вас поздравляю с наступающим 2019 годом. Хотелось бы поблагодарить наших общественников, активных граждан. Это общественную организацию «Алмаз», общественную организацию «Линия жизни», общественную организацию «ТНУЛ», общественную организацию «Успех» и общественную организацию «Санатын». И также принимали участие представители государственного бюджетного учреждения «Терек». За этот подарок, дорогие друзья, дорогие коллеги, которые вы сделали нашим жителям Республики Саха-Якутия и жителям города Якутска. Давайте поаплодируем. Большое-большое им за это спасибо. Несмотря на эти морозы, а ведь на прошлой неделе было минус 45, наши общественники по своей инициативе выходили каждый день на это озеро.
И вы видите, у нас замечательно с правой стороны есть каток. Мы сегодня видим замечательные фигурки, которые сегодня сделаны руками чемпиона мира по ледовым скульптурам Леонида Афанасьева. И мы сегодня знаем призыв через соцсети, на которые откликнулись наши горожане. И всем тем, кто поддерживает эту общественную акцию, большое-большое спасибо. Особая роль в организации проведения этой общественной акции принадлежит средству массовой информации Округ ТВ. Взаимодействия. Поэтому мы благодарим сегодня генерального директора Олега Леонидовича Желнина за его высокую гражданскую позицию и за всемирную помощь и поддержку общественных инициатив. Теперь, дорогие друзья, также мы, конечно, обязательно сегодня предоставим слово нашим спонсорам, без которых эта бы акция не состоялась. Это Якутский хлебокомбинат, Ростур, Хозмаркет, Айгуль и наши просто неравнодушные горожане. И мы хотим сегодня вручить всем благодарственные письма. Спасибо всем большое, всех с праздником! Сейчас я хотел бы передать этот микрофон начальнику отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции, подполковнику Иванову Михаилу Григорьевичу. Давайте поприветствуем тоже аплодисментами. Пожалуйста. Так, хочу от имени руководства Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия себя лично выразить огромное спасибо общественным организациям, кто проявляет свою гражданскую позицию помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, уполномоченному по правам человека Сардан Михайловной Гурьевой за положили начало этой акции. Надеюсь, это будет продолжаться. Эта акция очень помогает стабилизации нашей столицы республики, города Якутской, криминальной обстановки. Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, встают на путь исправления. И мы сегодня видим то, что этими гражданами, ихними руками, без чьей-то помощи, создана такая площадка у нас в центре города Якутска. Подарок гражданам столицы. И, что еще сказать? Только спасибо. Всех с наступающим. Спасибо. Аплодисменты. Давайте аплодировать сегодня громче. Чем громче аплодировать, тем теплее нам становится, как говорится. Слово предоставляется помощнику начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха-Якутия, подполковнику Потаповой Анастасии Егоровне. Тоже аплодисменты, пожалуйста. Добрый вечер, друзья! Всех поздравляю сегодня с открытием этого снежного городка, с этой елочкой замечательной. От имени руководства Управления исполнения наказаний выражаю особую благодарность общественным организациям, которые с нами работают, куда мы направляем своих подопечных, у кого нет дома, кто утерял социальные связи со своей семьей. Также выражаю Сардане Михайловне благодарность за то, что организовала такую акцию. И эта акция будет продолжена. Мы активно все будем сотрудничать, работать во благо, чтобы помочь всем нуждающимся. Спасибо. Спасибо. И слово предоставляется заместителю главы городского округа город Якутск Степановой Наталье Романовне. Тоже поприветствую. Аплодисменты, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие организаторы, Сардана Михайловна, дорогие участники сегодняшнего мероприятия. Наверное, все вы сегодня помните, что буквально неделю назад у нас в столице нашей республики, в городе Якутске, состоялся фестиваль «Зима начинается с Якутии». Это самый
главный брендовый праздник не только, наверное, города Якутска, но и всей нашей республики многонациональной. Дорогие друзья, сегодня от имени окружной администрации в лице главы городского округа город Якутск Сарданы Владимировны Авсентьевой я хочу выразить огромную благодарность Сардане Михайловне Гурьевой еще раз. Вот мероприятие, которое взяло начало еще летом 2018 года, которое повторилось в конце осени, в начале зимы 2018 года. И сегодня, наверное, в 2018 году уже завершающий этап накануне нового года 2019 нас всех призывает всегда находить путь домой, всегда держать свой очаг в тепле и в уюте, и что всегда всех дома ожидали ваши родные и близкие. И сегодня, пользуясь случаем, я хочу огромную благодарность выразить, наверное, как заместитель главы по социальным вопросам Серафиму Серафимовичу Иванову. Проект, который он предоставил на конкурс «Народный бюджет» городского округа город Якутск, я думаю, обязательно получит нашу поддержку. Спасибо. Удачи всем. Пожелаем удачи всем нам, друзья. Ну а сейчас на эту сцену мы приглашаем, наверное, главных персонажей всех новогодних праздников в нашей жизни. На нашей сцене Дед Мороз и Снегурочка. Здравствуйте, дорогие якутяне! Как мы рады видеть вас! В этот чудный зимний день мы пришли поздравить вас с наступающим Новым годом! Я добрый Дедушка Мороз и подарки вам принес. Много радости и успехов, черпачок больших событий, Сладостей и доброты, здоровья, мира, красоты! Ах, какая же у вас красивая елочка стоит, но на ней не горят огоньки. Давайте исправим это. Дорогие ребята, давайте сейчас все вместе зажжем огоньки нашей елочки. Все дружно кричим: раз, два, три, елочка, гори. Вы готовы? Не слышу. Отлично. Раз, два, три, елочка, гори. Ура! Вот и елочка зажглась. А теперь, дорогие наши маленькие друзья, мы подарим вам новогодние подарки. Друзья, встречаем бурными аплодисментами у нас в гостях наши творческие гости. Ансамбль «Ямские бубенцы». Аплодисменты! Дорогие друзья, с наступающим новым 2019 годом! Тепла вам, любви, и пусть доброта спасет мир! Говорит, без милого скучно жить.
сейчас, дорогие друзья, наступает один из самых приятных, наверное, моментов сегодняшнего праздника. Благодарственные письма, благодарности и слова благодарности, конечно же, сейчас вручаются Сарданой Михайловной Гурьевой. Первая благодарность вручается организации «Алмаз». Друзья, давайте поаплодируем. Представители, просим подняться на сцену. Далее благодарность вручается межрегиональной общественной благотворительной организации социальной адаптации граждан «Линия жизни». Просим всех представителей выходить сразу же, ладно, не задерживая, как говорится, людей на морозе, чтобы согреться немножко, не дать замерзнуть. Мы приглашаем на эту сцену представителей Якутской республиканской благотворительной общественной организации «Пенуэл». Есть такие? Аплодируем, аплодируем. Именно благодаря усилиям этих людей делаются такие добрые дела. Якутская республиканская благотворительная общественная организация «Успех», друзья. Аплодируем, аплодируем, аплодируем. Вот в такие моменты мы с вами узнаем, как говорится, воочию своих героев. Именно такие акции объединяют общественные организации, общественность, благодетелей. Мы приглашаем на эту сцену представителей Якутской республиканской благотворительной общественной организации «Сага-Тыл». Аплодисменты, друзья. «Сага-Тыл» здесь? Также не обошлась эта акция без спонсоров. Представителей городского округа город Якутск, друзья, мы приглашаем выйти на нашу сцену. Наталья Романовна, пожалуйста, поприветствуем заместителя главы городской администрации аплодисментами за поддержку, за такую всемирную поддержку. Мы просим подняться на эту сцену представителей, а точнее руководства телеканала «Округ ТВ». Олег Жилнин здесь у нас присутствует. Нет, знаете, Олег Леонидович руководит съемочным процессом, наверное, да? Поэтому не может подняться на эту сцену. Руководство Якутского хлебокомбината, друзья, просим подняться на нашу сцену. Светлана Тарасовна. Светлане Тарасовне Конокытовой аплодисменты. Представителей группы компаний «Растор» просим подняться на нашу сцену. А также просим подняться на нашу сцену главного скульптора сегодняшнего снежного городка Леонида Никифоровича Афанасьева. Леонид Никифорович.
искреннюю благодарность за ваше неравнодушие, за ваше большое сердце и за то, что вы сделали настоящий народный праздник. Всем, кто помогал, кто участвовал, кто поддержал, кто просто добрым словом даже сегодня, сказал слова поддержки в адрес общественных организаций через социальные сети, через средства массовой информации. И просто вот при встрече друг друга всем низкий поклон, огромное спасибо. Поаплодируем, друзья, давайте. Ну, а сейчас самое время подняться на эту сцену. Светлану Тарасовну Конокытову просим, директора акционерного общества «Якутский хлебокомбинат», друзья. Добрый вечер, друзья. Всех от имени большого коллектива Якутского хлебокомбината разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать в новом году исполнения всех ваших мечт. Мы выражаем благодарность тем людям, которые организовывают такие замечательные праздники, как такая вот акция «Путь к дому». И мы для вас, для общественных организаций, подготовили подарки, которые бы хотели выручить. Да? При этом мы отвечаем заведующее отделением социальной адаптации Терях Диадорова Светлана Ивановна. Если есть представители, да, председателя Координационного совета общественной организации «Алмаз» Иванова Серафима Серафимовича, руководителя межрегиональной общественной благотворительной акции социальной адаптации граждан линии Кондакова Андрея Викторовича, председателя Якутской республиканской общественной организации «Успех» Курбатова Евгения Александровича, руководителя Якутской республиканской благотворительной общественной организации Есина Олега Геннадьевича, председателя организации Якутской республиканской благотворительной общественной организации ПНЛ Кузнецову Ирину Васильевну. Мы хотели бы вот вам вручить наши подарки. Это продукция, собственная продукция, производимая Якутским хлебокомбинатом. Желаем вам успехов, благополучия. Ну и всех еще раз поздравляю с наступающим Новым годом. Просят показать подарок, да? Ну а сейчас, друзья, все внимание на нашу сцену. Блистательная, очаровательная, мега-талантливая артистка Государственного театра эстрады нашей республики. Приветствуем аплодисментами. И у нас в гостях Кыталыко. Встречаем.
Еще раз аплодисменты Каталыку. Дорогие друзья, нам хотелось бы сегодня поблагодарить нашего ведущего Евгения Владимировича Прокопьева, известного журналиста, телеведущего, за его тоже общественную активность, за его такой сознательный подход, за его поддержку нашей акции «Путь к дому». Вручаем ему благодарственное письмо. Спасибо. Вот вы знаете, вот в такие моменты радостно быть ведущим, как говорится. Друзья, сейчас пригласим на эту сцену представителей компании Ростор. Давайте побольше аплодисментов сегодня дарить. Давайте погромче сегодня дарить аплодисментов. Громче, еще громче, друзья. Вот так, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Максим, я от лица группы компании Ростор. Хотел бы вам сказать, что мы были очень рады принимать участие в данной акции «Путь к дому». Потому мы стараемся больше части уделять внимание таким акциям, потому что в таких акциях проявляется человечность, внимательность людей, и взаимопомощь. И делать продвижение общества получается, побольше бы таких акций. И хочу от лица Ростора и от себя лично поздравить всех с наступающим Новым годом. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. А сейчас вас поздравляет вокальный ансамбль «Синегорье». Танцуют все. Счастье всем и меньше горьких слез, и почаще в жизни улыбаться. Пусть нам не вернуться никогда прошлые печали и невзгоды. Пусть приходит радость нам всегда. С праздником, друзья, всех с Новым годом! Новый год всегда как сладкий сон. Новый год на сказке будет он. Сердце ждет, ура, как перезвон. Новый год приходит в каждый дом. Новый год всегда как сладкий сон. Новый год над сказкой будет он. Сердце ждет, ура, как перезвон. Новый год приходит в каждый дом.
Итак, друзья, мы приближаемся к самому яркому, к самому сказочному моменту нашего сегодняшнего праздника. Мы поздравляем с началом предновогодних вас всех сказочных дней. Пусть в этом новом году сбудутся все самые важные ваши главные желания. Пусть вокруг окружают лишь светлые добрые люди, на душе всегда будет тепло. Вместе со снежными снежинками в жизни закружится вальс из радостных и счастливых дней. Сейчас, друзья, праздничный, яркий фейерверк. Все внимание на главную сцену. Предновогодний яркий фейерверк врывается в нашу жизнь. Ну что? Считаем до 3, наверное, да? Всей площадью. Поехали! 1, 2, 3! С наступающим Новым годом, друзья! Счастья, удачи, радости в новом году! Давайте достойно проводим 2018 год!